Добрый день! Сегодня мы будем заниматься подготовкой к техническому зачету. Давайте же разберемся, что такое техника. Техника – это не только скорость, сила, выносливость в фортепианной игре. Техника – это понятие более широкое. Оно включает в себя все, чем должен обладать пианист, стремящийся к содержательному исполнению. Он должен владеть техникой кантилены, уметь играть очень негромко и очень тихо, мягко и остро. Он должен владеть всеми градациями фортепианного звука в самой различной фактуре. Фортепианная техника делится на два вида. Это крупная техника и мелкая техника. К крупной технике относятся тремоло, октавы, аккорды, скачки. К мелкой же относятся двойные ноты, украшения, арпеджио, гаммы, гаммообразные пассажи. Гамма – это отличная тренировка для пальцев и рук. Разучивая гаммы, мы овладеваем основными формулами игры на фортепиано. Рассмотрим гамму до мажор и рассмотрим ее формулу. В ней такая формула 3 плюс 4, то есть 3 пальчика плюс 4 пальчика. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Опять первый, второй, третий, первый, второй, третий, четвертый. Тонику берем пятым пальчиком и спускаемся вниз в зеркальном отражении. Четвертый, третий, второй, первый, третий, второй, первый, четвертый, третий, второй, первый, третий, второй, первый. Закрепляем игру в более подвижном темпе. Формула в левой руке как бы дублируется. Я всегда рекомендую начать разучение гаммы левой руки в зеркальном отражении, то есть нисходящим движением, так как это полное повторение аппликатуры правой руки. Также 3 плюс 4. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Тонику пятым. И вверх в зеркальном отражении. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Четвертый, третий, второй, первый. Третий, второй, первый. Когда уже формулу мы в обоих руках разучили, применили это в практике, мы приступаем к соединению двух рук. Также рекомендую начинать играть гаммы в расходящем виде, так как дублируется полностью аппликатура в двух руках. То есть 3 плюс 4. Также следующим, когда мы разобрали уже с гаммами, с аппликатурой, мы переходим к разучиванию аккорда. Что такое аккорд? Что такое трезвучие? Трезвучие – это три звука, расположенных по терции. В данном случае у нас до мажор. Первый звук – это до, через терцию ми и еще через терцию соль. Вот наше трезвучие. Также у трезвучия есть обращение. Это терц-кварт аккорд и кварт-секст аккорд. Когда мы начинаем играть, первый идет тоническое трезвучие, следующее мы переносим нижний звук наверх, у нас до, следующий вот до на второй октаве, переносим, аппликатура у нас меняется, тоже формула присутствует здесь. Первое тоническое, первый, третий, пятый, второе терц-кварт, первый, второй, пятый, следующий кварт-секст, первый, третий, пятый. Опять повторяется формула. Та же аппликатура в левой руке, только немного другая. Первый тонический трезвучие, первый, третий, пятый, следующий терц-кварт, пятый, третий, первый, следующий кварт-секст, пятый, второй, первый, и так дальше. Поднимаемся, дублируется и спускаемся. Дальше у нас следует арпеджио. Арпеджио – это трезвучие в разложенном виде. Получается, мы берем не вместе аккорд, а нажимаем его по очередности.
Следующее обращение. Также берем, поднимаем нижнюю нотку наверх, идет. Опять наверх. Аппликатура та же самая, как и в предыдущей формуле. Переходим к разучиванию этюда. В нашем случае это этюд Надежды Голубовской, российской пианистки, клавесинистки и музыкального педагога, которая внесла огромный вклад в фортепианную педагогику. Преподавала в консерватории, где воспитывала многих концертирующих пианистов. Для начала я его исполню. Приступаем к разбору произведения. При ключе знаков у нас нету. В конце этюд заканчивается на до-мажорном трезвучии. Соответственно, тональность у нас до-мажор. Ритмический рисунок на протяжении всего произведения не меняется. Присутствует секвенционная последовательность. Секвенция это один и тот же фрагмент в определенном направлении. Изменяется лишь тональность. Разберемся со своей секвенцией. Идет постепенное движение гаммообразное вверх от соль первой октавы до соль второй октавы. И от соль второй октавы идет развернутое трезвучие вниз до соль первой октавы на стаккато. Следующая такая же секвенция, только от другого звука. От звука ми первой октавы до ми второй октавы. И также вниз развернутое трезвучие на стаккато. С секвенцией мы разобрались. Давайте разберемся с ритмической частью. У нас размеры 2/4. Первая 16-я пауза. Потом идут 16-е. Во втором такте развернутое трезвучие по 8-м. Раз и два, и раз, и два, и. Повторим еще раз ритмическую особенность. Раз и два, и раз, и два, и. Последующие секвенции все в таком же ритме. Могут возникнуть такие трудности, как неровность именно в гаммообразном движении. Кстати, в этом гаммообразном движении вверх мы используем формулу, которую использовали в до-мажоре. 3 плюс 4. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. И вниз. То же самое. Первый, второй, третий. Первый, второй, четвертый. И вниз. И вот, чтобы избежать неровности в извлечении звука, я предлагаю такие способы, как игра различными способами. Это, например, стаккато, нон-легато, либо с использованием пунктира. Сейчас я продемонстрирую использованием пунктира. Раз, и вниз просто спокойно. То же самое. Раз, и два, и. Нон-легато. Просто спокойным звуком. Вырабатываем
хорошего звука. Также проделываем такую же работу со всеми секвенциями. Также в левой руке то же самое. Такую же работу проделаем. Дальше проводим работу над динамическими оттенками. Разбираем всю динамику на протяжении всего произведения. Отрабатываем стаккато в левой руке, чтобы это было остренько, игриво. Работаем над крещендо, то есть вот берем фразу, у нас идет в начале меццофорте и идет крещендо к вершинке. Развиваемся и уходим то же самое. Отрабатываем это со студентом. В итоге студент исполняет этюд в наиболее комфортном для себя темпе, соблюдая звуковую и ритмическую точность. Спасибо.